19 ноября в 9-й раз прошла международная просветительская акция «Географический диктант», организатором которого является Русское географическое общество. Акмолинский университет по традиции стал организатором нескольких площадок диктанта. В акции приняли участие студенты факультетов, институтов и колледжа вуза. Было зарегистрировано 13 площадок и более 500 участников. Основная цель географического диктанта – это популяризация знаний о нашей большой стране. Она меняется, происходит очень много географических открытий. Ну, например, даже у нас в республике была новая пещерная система подтвержденного единства. Это географическое открытие нашего времени. В источнике Кургазак была открыта подводная пещера. И таких событий по стране очень много, и для каждого из нас, для каждого участника это в чем-то и субъективно новые знания о стране, поэтому формат географического диктанта – это такой формат популяризации знаний о нашей стране. Аудитория Мустая Карима в третьем корпусе вуза стала одной из центральных площадок акции. Здесь диктант писали не только студенты и преподаватели университета, но и почетные гости, члены Русского географического общества, депутаты Государственного собрания Курултая Башкортостана. Традиционно наша республика занимает первые места по Российской Федерации. В этом году 1099 площадок в нашей республике, вот вместе с нами, 1098, и мы 1999, более 65 тысяч участников. Ну, действительно, это говорит о том, что интерес не только, наверное, не столько, может, даже к географии, а сколько к России, к нашей стране он растет, потому что на самом деле и гражданам нашей страны, и нашим друзьям надо знать и историю, и географию, и литературу нашей большой страны. Я, по крайней мере, после каждого диктанта, я не первый год пишу диктант, с интересом прихожу, понимаю, что мне надо еще развиваться, учиться и учиться, в том числе географии. Это дополнительный толчок, чтобы прийти домой, открыть хотя бы томик Камиля Зиганшина, который так пишет о природе, как никто не пишет. Вот, а так открыть и все разные географические словари, атласы и другие источники. И еще раз говорю, углубиться в историю, культуру, географию нашей страны. Я уверен, что вам это понравится. Проигравших здесь нет. Проведем выходные с пользой. Участникам акции нужно было ответить на 40 вопросов, разделенных на две части. Первая часть включает 10 вопросов – географический ликбез на основе общеизвестных фактов из географии. Вторая часть из 30 вопросов требовала применить образное мышление, логику и общую эрудицию. Также были вопросы, посвященные теме «Человек и география», поскольку 2023 год объявлен годом педагога и наставника. У меня вообще, когда я в школе учился, любимый предмет был география. Я родился в Таджикистане и мечтал объездить весь Советский Союз, на Дальний Восток съездить, на Северный полюс, там, хотя на самом юге жил. Вот. Ну, где-то удалось побывать, где-то нет, но самое главное, что вообще география – это не только предмет и не только место, где люди находятся. География – это более широкое понятие, это больше оно общечеловеческое, то есть люди должны знать свой мир, свой край, свою родину, любить ее, уважать, беречь. Это, между прочим, радует, что молодежь вовлекается в это диктанты, и этим они доказывают, что им очень интересно, где они живут, территории России, и они с этим поднимают статус нашей России и свою любовь к родине показывают они. Основными участниками диктанта на площадках университета, конечно, стали студенты. Своими впечатлениями поделилась Нурия Ахметова, студентка первого курса естественно-географического факультета Акмолинского университета. Я с детства увлекалась географией. Мой папа тоже очень любит географию, поэтому он меня сподвиг участвовать. Участвую я уже не в первый раз, участвовала в школе, вот теперь в институте. Мне запомнился вопрос про города, ушедшие под воду. Мне это стало интересно, вот думаю, когда закончу все свои дела, изучу эту тему. Результаты станут известны после 12 декабря. Их можно будет узнать на сайте географического диктанта.